кто-то доминирует, да, в отношениях. Либо женщина, либо мужчина. Кто-то делает это слишком агрессивно, да, командует там. Ты считаешь себя талантливым фотографом? Талант с рождения дается. По окончании вуза заметил, что я и так нормально зарабатываю, да. Сейчас получается 150 раз больше. Но больше миллиона. Сколько денег тратишь на одежду? Могу сказать то, что я трачу больше жены. Я даже не успеваю некоторые одевать. Почему ты не любил готовить? Да, я не люблю готовить, потому что это очень много времени занимает. У кого сейчас больше, мобильных фотографов или рилсмейкерш? Как я пойму, что это твои фотографии? Никак. Я стараюсь сделать так, чтобы на свадьбе они уже были счастливы. А то, что потом или после произойдет, это уже их дело, да? Всем привет, это подкаст Амары Стоп, и сегодня мы записываем подкаст с топовым фотографом Джулсханом Прокопьевым Джудуитом. Привет, Привет, Мика. Как дела? Отлично. Спасибо, что пришел. Тебе спасибо, что пригласил. И первый вопрос, как ты себе придумал это имя Джудуит? Так, Оно прикольно так звучит сразу в Джудуит. голову. Все зовут почему-то Жудоид. Но я сам придумал как Джудоид. Просто от наименования сленга Just Do It просто убрал буквы СТ и все. Джудоид. И это прям в школе пришло или когда фотографом захотел стать? Я в Инстаграме не знаю, как я был до Джудоита, не помню даже. Мы в студенчестве в первом курсе состоял в ПОСе, это Суфушный профсоюз, и в своем ПОСе мы сидели с ребятами, и просто что-то мы Инстаграм обсуждали, что-то, и тут один друг мой говорит, знакомый хороший такой, just do it, что-то там Nike, одежда или что-то лежало, он говорит, Джудоид те же подходит, что не сделаешь так в Инстаграме, я такой... кстати, и просто взял и поменял Джудоид. Прикольно. Ты считаешь себя талантливым фотографом? Не, точно нет. А почему? Многие люди так считают. Я слышал много от людей, что ты очень талантливый. Особенно в этом году много слышал хвалебных отзывов. Потому что талант, он такой, как будто с дара, дар же, талант, с рождения дается. И фотографию я пришел осознанно. То есть в студенчестве все друзья, Вова Бочкарев, тогда Махса еще снимал, Жорик Осипов снимал, фотографировал. Я на них смотрел и тоже хотел быть тоже фотографом. То есть не коммерческим, а просто снимать там родных, природу. И взял на свою первую повышенную стипендию камеру. Первую, единственную повышенную стипендию. Потом мне обрезали стипендию. За то, что плохо учился, много гулял. И камеру взял, и я много снимал. И я очень долго шел, можно сказать, чтобы хорошо снимать. То есть я снимаю уже больше 8 лет. И я сейчас считаю, что только-только прихожу к осознанному такому, хорошей картинке к осознанной. Тогда ты считаешь, что это трудолюбием, да, и не талантом? Точно, да. Потому что я считаю талантливым это Уранхай, да. То есть он видит как-то по-другому может. Со стороны так кажется, то, что он как снимает, как фотографирует. А я всегда должен, насколько себя помню, много смотреть, анализировать, кто как снимает, например, какие работы мне нравятся и куда я должен стремиться. Бывает же такое, то, что, например, какая-то картинка, если ты хочешь сделать, у тебя не получается, например, но тебе это нравится. Я должен либо отодвинуть эту тему, либо наоборот прокачивать, чтобы добиться этого. И путем таких переменных, там, что-то отодвигая, что-то к себе усиливая, например, пытаюсь создать свой почерк, а пока я считаю, что пока еще не пришел к нужному рецепту. А когда ты понял, что снимаешь на хорошем уровне? Когда спрос начал расти, то есть уже не мог вести записи, то есть запись заполнялась свадебная. Это в каком году? Это после ковида.
после можно ковида, так сказать, да. Мгм. До ковида все вот так в среднем уровне, можно сказать, я был. Мгм. После ковида я понял, что нужно работать. То, что если я не буду сам собой заниматься, то это никто за меня не сделает. Как я понял, для тебя фотография – это история. Что она значит? Что это значит, то есть, точнее? Ну как, ты же со мной, ну, можно сказать, часто работаем. Ну, кроме после Пермяка, наверное, да, Макса. Ну вот, каждая свадьба для меня отдельная история. Но, ну, как сказать, мы специалисты, очень много свадеб снимаем, да. И, например, от утра до вечера это, ну, запланированный под один концепт, да. То есть утро невесты, утро жениха, ЗАГС, прогулка и банкет. Но когда знакомишься с людьми, и когда знакомишься с гостями, с организаторами, когда весь этот процесс идет, у всех всегда по-разному. То есть у каждого своя история. Кто-то там нежный, да, ну вот тихие, там не любят слишком вычурную свадьбу, а наоборот, кто-то любит показывать все свое, например, не богатство, а то, что он, какую свадьбу он хотел, он прямо это делает и старается это показать, например. И каждому клиенту я стараюсь находить свой подход. С кем-то, например, спокойнее быть, да, а с кем-то, наоборот, больше общаться, раскрывать, чтобы они раскрылись и чувствовали со мной комфортнее. Вот, и я считаю, каждая свадьба – это отдельная история. И поэтому ты в прайсе вот так все прайсы и пакеты назвал истории какой-то, да? Все начинаются на «У», с одной буквы. А, да? Да. Ну-ка. Уютная, удивительная, уникальная. И четвертый прайс не история, а просто all-inclusive. Все включено. Круто, круто. А почему вот именно в твоих прайсах я заметил нечетное число вот этих съемочных часов? 9, 11, 13, 15. Не знаю. Не как у всех там Ну вот, 8, вот 10. поэтому не как у всех, наверное. Просто что-то, ну, Фишка. час там, да, час больше разницы не играет. Мгм. Для меня это вообще, то есть, как-то несущественное, да. 11 часов снял, 12 часов или 13, вообще без разницы. Все же берут либо 11 часов полный день, либо 13. Это твоя фишка, да? Или Можно как? так сказать. Но, кстати, насчет историй, я всегда смотрю уже за московскими, то есть за российскими, Фотографами? да, и сайты их смотрю, не Инстаграм профили, а сайты, и изучаю, как они оформили свои сайты, как прайс у них выстроен. В большинстве случаев у них типа по запросу, то есть ты оставляешь типа анкету, они тебе потом ответят, то есть не открытые прайсы. Я же сторонник политики открытости, то есть мне нечего скрывать. И я смотрел именно таких фотографов, и там видел у кого-то, не у кого-то, а точно есть такой фотограф Радаев. У него был концепт такой тоже близкий к моему, то что истории свадеб, это каждая уникальная история. У него тоже были написаны там, например, какая-то путешествие, там история, что-то в этом роде. И я, то есть, взял оттуда, например, то, что подходит мне, поставил, например, да, и так и получилось. А то бывает там базовый пакет, оптимальный. Это как, не знаю, как будто что-то покупаешь, да, типа базовое отношение к себе, там, премиальное отношение к себе. Поэтому просто даже клиенту будет, приятнее, просто там уникальная, уютная история. Мгм. Прикольно так. А вот ты сказал про сайты сейчас. Да. И в Якутске нужны сайты фотографам? Или это просто такой ход, пиар? Сейчас, в данное время, да. То есть каждый фотограф, уважающийся свадебный фотограф, даже Женя, вот Урахай тоже, давно говорил, должен быть сайт, где ты показываешь полную серию. Мгм. Но тогда это было, спроса мало было, да, все Инстаграм смотрели, а сейчас мне даже вот через, когда пишут, бронируют, говорят, мы посмотрели сайт, вы нам подходите, ваша работа тоже нравится, и поэтому даже когда вот там есть статистика в сайте, кто зашел, там, сколько людей было, там нормально так. Например, мой же сайт тоже галерея, и когда отдаю, например, клиентам, там они отдают своим друзьям, гостям,
и оттуда же тоже заходят на мой сайт. И Мгм. все просматривают и запоминаются так. Круто. Отвечая на твой вопрос, нужен ли сайт, да, нужен. Не как пиар, а вообще тоже как основная часть свадебного фотографа. Ты должен показывать, какую работу ты отдаешь. Не 10 фоток в Инстаграме, да, а вообще всю свадьбу. Ты любишь консультировать клиентов на встречах перед свадьбой. Это Да. прям ты обожаешь, походу. Тебе важно сближаться с клиентом, с молодоженами? Но если бы мы были в большом городе, например, отвечая, то нет, я бы не был сторонником, да. Но так как у нас город Якутск маленький, мне легче встречаться, да, за 15 минут доехал. И чтобы клиент знал меня хорошо, как я общаюсь, может, на стадии переговоров, чтобы он был уже уверен в себе, ну, то есть то, что взял правильного фотографа, я стараюсь встречаться с ними, рассказывать о свадьбе, ну, вообще, то есть о себе больше, да, у них что-то узнаю вот так. И туда включается, наверное, психолог часть, да, смотреть, как они себя ведут. Все равно в общении там человек себя показывает, какой он сдержанный, открытый, особенно невесты, да. Невеста бывает там сдержанные, поспокойнее, там уже организатор решает, тогда ты уже понимаешь, что ты должен больше работать. А когда невеста открытая, она идейная, там говорит обо всем, о своей свадьбе, там восторженно, то ты уже можешь быть уверен, то, что она будет вовлечена в работу, то есть она, ну, ты уже больше не думаешь, как поставить, какой, ну, ты уже видишь там веселая, открытая вот невеста, и ты просто подстраиваешься под клиента. А были ли случаи, вот на встрече тебе что-то не понравилось, и ты отказывался от... Не, такого не не было точно. Я никому не отказывал, можно так сказать. Пока не встречался такой клиент. Со всеми всегда находил вайб, да? Нет. Бывало так, что я не мог подойти к клиенту, например, я чувствовал это. Но это они приходили, несмотря на мою работу, там кто-то скинул мой номер, они просто записались, нашли свободного фотографа. Как правило, это бывает, когда там отменился кто-то, да, там за 2-3 дня там они нашли меня как-то, записались, и потом я отдал им, они ничего, просто ок, типа отправил фотографии, они ок, хорошо. Вот про отзывы. Тебе важно кайфануть от своего результата или от того, что клиент кайфанет, оставит отзыв хороший? И то, и то. Когда не получаешь кайфа же от работы, очень все, как там, долго идет, да, свадьба сама долго идет, когда ты уставший, например, да, и поэтому я стараюсь со своей стороны там правильно выспаться, правильно подготовиться к свадьбе. Например, когда долго не было свадеб, я начинаю нервничать, поэтому со своей стороны стараюсь убрать все эти изъяны, ну не изъяны, а минусы, да, подготовиться, то есть побольше подготовиться, какие кадры должен сделать, и стараться получать кайф от съемки. А насчет отзывов, ну, кто не любит их получать, да, когда пишут особенно вот такой текст, ты прям радуешься. Я сразу подхожу к жене, показываю сразу, о, там ребята написали, я уже сам свечусь от счастья. А так, и то, наверное. И отзыв получать, и от работы кайфануть. А если вот написали ок просто, да, а ты вообще... Да, я могу огорчиться, например. Мне работы понравились, там ребята понравились, я сам кайфанул, и я уже, ну, знаю то, что я много буду сторис что-то выкладывать, фотографии, или, может, пост сделаю, если не поленюсь, да, руки дойдут. А потом ребята просто ок сказали, я уже начинаю себя накручивать, типа, может, что-то не понравилось, может, может, сам не понравился, типа, просто ок. Но иногда понимаю то, что я сам не люблю писать отзывы, то есть мне трудно бывает. Мне понравился, я могу сказать спасибо, ну, услугу какую-то, да, получил, просто сказать спасибо, хорошо. И сам не люблю вот такие отзывы писать, и могу поставить клиента на свое место, то есть, ну, хорошо, раз, может, он такой человек, ну, или просто фотки не понравились, а мне самому понравился.
Какие клиенты это твоя аудитория, как ты считаешь? Моя аудитория. Так, сложный вопрос. Я сам даже не знаю. У меня же каждый год, можно сказать, почерк меняется. Где-то теплые фотки, фотографии получается больше в каком-то году. В этом году я стараюсь поэкспериментировать больше, так, отходить от базы, можно сказать. И клиенты, наверное, с каждым годом меняются. Но могу У тебя сказать... нет такой аудитории? Да, аудитории нету. И можно сказать, те, кто готовы отдаться свадьбе своей полностью на 100%, вот это мои. И те, кто не любят, наоборот, поэкспериментировать. То есть никогда не откажут. То есть что-то не получается, да, они подстроились тоже. Там, не стали там, все, не хочу, там, что-то порвалось, там что-то или дождь какой-то, или погода прям ужасная. Там. Они легки на подъем, вот с ними, ну, всем, наверное, легче. И мне так удобнее, наверное, работать. А вот, кстати, про встречи, да, ты вот любишь же консультировать, а снимать лавстори любишь перед свадебную съемку? Да, сложно. Сейчас в этом году у меня лавстори как никогда много. Да? Да. Между свадьбами там 2 в неделю там лавстори бывают. Еще знакомые приходят. Я очень устаю. То есть морально, то есть ты общаешься пятницу, субботу, да, с клиентами, там воскресенье там еще стараются записаться, а это же те же самые молодожены, которые через месяц будут праздновать, ты не можешь им отказать, сказать, я устал, я не хочу снимать. И поэтому в воскресенье записываешь еще, там, во вторник записываешь. И так ты не успеваешь отдыхать от свадеб, то тут еще лавстори снимаешь, там семейные что-то снимаешь. И у меня батарейка сейчас садится. Поэтому в следующем году в сезон буду как-то по-умному стараться вести, потому что все равно, например, пятницу, субботу мы отфотографировали, и нам нужно время отдохнуть, да, для себя. То есть мы и так будем перед компьютером работать, а тут сезон еще не успевать отдыхать, это тяжко. А где ты любишь снимать вот эти лавстори? В студии, в городе или на природе? Или по-разному, без разницы тебе? Вот по-разному, по настроению. Ну, конечно, комфортнее в студии, да. У тебя есть 1 час, ты сделал базовые, то, что нужно для пригласительных. А иногда бывает так и так. То есть я помню, весной я фотографировал и в студии, потом мы выходили типа на улицу, там прогулочное легкое сделали, чтобы разбавить серию. То есть мне важен результат. Сейчас начал больше над сериями работать. То есть я отдельно отдаю все фотографии, там 200-300 с лавстори, да, и отдельно там где-то собираю свою серию, как я видел их в лавстори, да, там туда входит где-то 30-40 фотографий лучших, и типа вот собираю. То, что я выкладываю в Инстаграм, это вот мини-версия такой серии, можно так сказать. А какие съемки, кроме вот свадебных и лавстори, ты снимаешь? Ты же студийные там снимаешь, еще где-то в садике, да, работал или что-то? Ну, насчет садиков я и так работаю сейчас. Так, ну вот садики, давай, про садики, если рассказать. У нас с моей хорошей знакомой, это Юлия, зовут ее, у нас есть, ну не то, что совместный проект, мы давно работаем с ней, еще с 2019 года, или, можно сказать, с 2018. Есть такой кабуки дизайн, мы делаем выпускные. То есть я тогда... Альбомы, да? Вот да, это, альбомы, да, выпускные. Она мне написала тогда memory book. Вообще есть такой memory book, это фотокниги. А есть подразделение, типа вот для выпускных, это кабуки дизайн. И она написала мне в 2018 или 2019 году, даже, может быть, раньше. То есть не хочешь поработать? Я тогда особо вот все снимал. Типа праздники, юбилеи, свадьбы. Не позиционировал себя как свадебный фотограф, а типа вот просто фотографом был. И мы с ней сработались, и уже успешно 5-й или 6-й год делаем выпускные альбомы вне сезона. Ну, согласись, на садиках спроса больше, чем на остальных. Но съемках. там физически, как сказать,
ты устаешь морально и физически больше, чем на свадьбе. То есть ты в садик просыпаешься, да, в 7 утра, идешь снимать в 9 уже ты там должен быть. Ты готовишь справки все выписки, то, что ты профессиональный фотограф, даже просит свидетельство о присутствии судимости. И ты делаешь все прививки, заходишь туда, и ты работаешь вместе с воспитателями, вместе с родителями 3 часа, а эти 3 часа проходят как 11 часов свадьбы. Ты уже в 12 или в час дня, ты уже выжатый лимон и идешь спать домой. А что еще снимаешь-то? А помимо свадеб, Садиков? все, то есть, да, я снимаю семейные фотосессии, либо праздники, да. Редко беру юбилей, если приходят, но это не часто. А студийные съемки делаешь? Студийные снимаю, то есть Портреты можешь, да? портреты могу делать, но почему-то последние годы приходят только мои клиенты, которым я делал свадьбу, либо какую-то другую съемку. Вот извне, можно так сказать, а незнакомые редко приходят. Я уже, например, про садики, про эти выпускные не рассказываю себя, могу просто в сторис где-то мельком, да, показать, потому что это не основной вид деятельности. То есть мы вместе работаем, там есть отдельная страница, и ее ведет Юля сама, и она же дает мне, то есть вот эти заказы. То есть я даже не общаюсь с родителями, можно так сказать, насчет садиков. Да, она мне просто дает, план дает, я прихожу, снимаю, и все. Ты тогда себя позиционируешь как свадебный фотограф? Да, да. То есть выпускные – это просто дополнительный доход, который нужен. Я беру, например, могу сказать, в месяц 5-6 съемок просто, то есть 5-6 съемок, а остальное я больше сил влаживаю в свадьбы, чисто в свадьбы. Твоя лучшая фотография или серия для тебя? Пока еще нет. Вообще нету такой? Лучшая серия будет, которая выиграет в какой-то премии. Пока такого нету, потому что я еще, можно сказать, не участвовал. А может какая-то фотография, которая тебе вообще запомнилась, и ты вообще, она тебе как-то, ты ее воспринимаешь по-другому для себя? Или такой не было? Была одна фотография, которая собрала много лайков. А так, для себя, то, что я выложил у себя на странице, вон там, можно сказать, те фотографии, которые близки мне по духу и которые мне нравятся. А вот именно определенная фотография, такой нет. И серии тоже нету, да? Серии тоже нет. А вот про премии, если я не ошибаюсь, ты же участвовал в каких-то премиях, да? Да, один раз участвовал, это в прошлом году. Я участвовал в Wedding Awards Сибирь и Дальний Восток. И там был если это, как сказать, дать спойлер, я не попал ни в финал, ни в шорт-лист, просто был участником. И там выставляют оценку, то есть там тебя судит несколько жюри, да, можно так сказать, и выставляют оценку до 5, как я понял, от 1 до 5. У меня был 3,8, сколько-то там было, 3,85, что ли, 3,8. Нормально. Но они дали, я ждал именно почему, то есть я смотрел там работы, то есть прошлогодние работы, ты не можешь смотреть вместе, людей, которые ты вместе с ними подал, да. Прошлогодние работы участников смотрел, я такой посмотрел и подумал, есть шанс, да, показать, как мы снимаем в Якутии. Подал, и критериев не было. То есть критерии – это не использовать там искусственный интеллект, там коллажи не использовать, да, и сильно фотошопленные фотографии, но таких нюансов в жюри, типа, оценивается, была только художественность, там, профессиональность, а потом, когда обратная связь была, это через 2 месяца после оглашения результатов, там каждый жюри или судья написал твои фотографии, да, вот тогда я понял, в чем моя ошибка была, и поэтому в этом году, 24-й год, я планирую уже по-другому оформить все, по-другому подать. И будешь участвовать, да? Точно, да, уже не в одной, а, наверное, в 2-3 попытаюсь. У тебя есть мотивация выиграть конкурс, получается? Да, сейчас, в данное время, это меня и мотивирует. А стать лучшим в Якутске есть такая мотивация? Но
Если я выиграю в какой-то премии, то это уже будет за себя говорить, наверное. Да. А почему ты выбрал профессию фотографа? И каково это было получить сначала 500 рублей за первую съемку, а потом сейчас получать 150 раз больше? В смысле 500? Ну, ты за первую съемку получил 500 рублей. Не, А я ты- за первую съемку вообще ничего не получал. Нет, имею в виду денежную съемку. Ну, нет, почему не. У тебя на странице так написано было. Или Сторис так. Не, такой-то. то есть вообще съемка первая, самая первая, вроде да. Кстати, У тебя на да, странице я сторис такой вспомнил, был. я сам забыл, сколько я получал, я подумал про первую свадьбу, а так вообще сама первая съемка, да, это было не выпускной, этот как-то медиум выпускников студентов за 500 рублей, там тоже знакомые вышли, типа вот знакомый фотограф, не хотите ли, типа вот вас посоветовали или там через кого-то нашли, там мы хотим медиум 1 час в парке фотографироваться. Я такой, хорошо. И получил, я еще вроде помню, показывал, типа, результаты, да, как я отснял. Мне тогда понравилось. Да. Эти 500 рублей даже не знаю, куда ушли. Там сразу на еду ушли, наверное. Сейчас Студент тогда 150 был. раз больше, что ли? Да. Ничего себе. У тебя пакет этот, all inclusive или как-то? Ну, 150 раз больше. нормально, наверное. Пока не голодаю, нормально питаюсь. А почему профессию выбрал фотографа? И как это было вообще? Я даже не выбирал. То есть я кроме как фотографом нигде и не работал даже Ну, а официально. как ты стал, вот расскажи. Ну вот, я насчет свадеб начал задумываться, когда моя знакомая попросила. То есть она попросила меня сфотографировать ее свадьбу. Я такой, почему нет? Подготовился, отфотографировал. Это было в Вилюйске. И мне оплатили проезд туда и обратно. Ничего И себе. там осталось 4 или 5 тысяч, что ли. Мгм. И все. То есть для студента тогда было нормально. Ты же сам с Вилюйска, да? Петь? Да, я сам с Вилюйска. И я также был рад туда поехать, потому что мне редко доводилось, когда ты был студентом, да, езжать туда и обратно. Это все равно деньги, там проезд нужно учитывать. А тут проезд оплачивают, ты еще с мамой, с папой увидишься, там пару дней будешь, еще там еще деньги получишь за свадьбу, да. Но мне тогда понравилось, и потом я даже не помню второй заказ, как я ушел в свадьбу. Так потихо, и типа я начал показывать в Инстаграме работы, потом кто-то там посмотрел, заказал, и так и пошло, то есть потихо и вот так. Я был студентом, для меня это была подработка, стипендий не было, как я и сказал, нужно было кушать. А как научился то есть, фотографировать? До свадеб ты же по-любому? Ты Ты вот во время студенчества начал, Да, во время студенчества. Мгм. С Вовой, с Бочкарем, да. То, что... С ним ходил, то есть спрашивал всегда там у знакомых фотографов, что, как делать. Тебе интересно было, да, фотографии? или Да, как? можно так сказать. Но я не планировал, то есть я же по образованию горняк, горный инженер, специалитет. И всегда думал, что уйду в промышленность, Мгм. вахтовый сезон, Мгм. делать деньги. А потом по окончании вуза заметил, что я и так нормально зарабатываю, да. А потом прикинул в сезон, сколько свадеб можно делать там. Такой, ну ладно, давай попробуем. И так и получилось пока. А у кого ты обучался? Получается, у Вовы Бочкарева обучался, да? Или... Ну, нет, мы вместе развивались, можно так сказать. То есть мы же дружим еще до фотографии, да. Мгм. Вот. И просто я у него перенимал, а он у меня ничего не принимал, наверное. А в Якутске не обучался, а был в воркшопе Евгения Уранхая, да, Мгм. Жеки. У него был. У Тюгена хотел быть. Он тогда еще делал мастер-классы вроде. Мгм. Что-то не получалось. Так, онлайн учился. Сейчас прошел обучение, можно сказать, Мгм. Где? у Артура Погосяна. Мгм. Сериал «Киллер», да? Или Да, как там? 3-й сериал «Киллер». Мгм. Вот. И эти смотрел.
уроки. Там у Кимрана смотрел, как эти вот двойные экспозиции делать, да. У Макса Доброго что-то вот эти пары видеообучалок тоже смотрел. Цаплина, Витамин С тоже смотрел. А кто тебе дал больше всего толчок такой? Как Самый считаешь? толчок вот сериал «Киллер». Потому что я видел записи, да, то есть вот этих, кого я назвал, Цаплин, да, Максим Добрый, это записи были. То есть ты скачал это, ты должен посмотреть, ты откладываешь там где-то, только смотришь, вот ничего не запоминается. А вот сериал «Киллер», то есть там идет уже прямой эфир, то есть ты можешь общаться, да, вот с самим Погосяном. Там есть куратор, с которым ты можешь общаться. И я заметил, что у меня уже глаз замыленный был. То есть они указали на мои ошибки. Вот тут надо это поменять, тут поменять. И могу сказать то, что сейчас, в данное время я в осознанном возрасте и уже могу как там осознанно обучаться, да. То есть отделять ненужную информацию от нужного, так можно сказать. А чьи работы тебе в Якутске нравились? Нравились. Или нравятся и нравились? Ну, нравились Уранхая, Коли, Момента, Тюгане. Так, чьи еще? Все вроде. Я их начал вот только их двоих читать. Потом в процессе... нет, почему? Махсы нравились всегда. Вот. И все вроде. Но потом, когда я уже начал входить в свадебную фотографию, тогда еще были Вадим Руфов, да, Юля уже тогда снимала. Кто еще был? БЗ. Вот. Их работы тебе нравятся? Ну, замечал, да, как они снимают. Все. Ну вот и мои друзья там. Это Вова, Сунтаров. Можно сказать, мы вот вместе начинали и вместе шли вот так. Ну и идем сейчас. Какие сложности у тебя бывают в съемках свадеб? Когда идет что-то не по плану, когда форс-мажоры, либо когда... Ты паникуешь тогда? Ну, суету ловлю такую, ненужную. Я начинаю вот загоняться, да. По мне, наверное, даже видно. Но стараюсь это держать, чтобы молодожены не переживали. Нет, есть такое понятие, то, что я всегда дам хорошее качество, да, но я стараюсь всегда, то есть выше себя, то есть перепрыгнуть. А когда не получается, то, например, стараюсь еще сильнее, могу и в моменте загнаться и не заметить, да. Либо, например, слишком такая суета началась, и ты не успеваешь по таймингу что-то сделать. Например, нужный там портрет, который ты хотел сделать, или там материал какой-то нужен будет, там, где пара, например, в полный рост вместе стоят именно. Либо, помнишь, часто такое бывает, то, что ты не успеваешь на локацию нужную, да, далеко стоит, и ты там задержался в городе, и там сели там полчаса где-то, там из-за суеты, там суматохи, и все, ты не успел, и приходится там выкручиваться, там предлагать новые места. Вот тогда не люблю. Вот тогда могу чуть-чуть вот так, как там, суету словить. Было ли такое, что ты вот снимал свадьбу, да? И ты уже понимаешь по вайбу, что они не пара? То есть молодожены не подходят друг к другу? Да, бывало, конечно. Ну, что поделаешь, это статистика, да? Сколько, говорят, 50% разводов, да, в России. Ну, что поделать? Главное, что я стараюсь сделать так, чтобы на свадьбе они уже были счастливы. А то, что потом или после произойдет, это уже их дело, да? Но моя задача, чтобы в свадебный день они об этом старались не думать. Но они не будут об этом думать. Да. Нет, то, что они не подходят друг к другу, так все равно, отсняв, да, больше там 100 свадеб, ты уже считываешь. И просто бывает так, что кто-то доминирует, да, в отношениях. Либо женщина, либо мужчина. Кто-то делает это слишком агрессивно, да, командует там. Не делай так, стань вот так. Я просто стараюсь всегда в шутку. То есть я же понимаю, то есть все равно день ответственный, да, если кто-то волнуется слишком и начинает на этом загоняться, нервничать. Так мы, можно сказать, считываем же все, как все они себя ведут, смотрим.
А недовольные клиенты бывали у тебя? Если вспомнить последнее, то это было, наверное, в 21-м, что ли. Вот, да? Но не то, что недовольные, а им не понравился цвет. Угу. То есть, почему он красный, сказали. А, Цвет красный. Там свадьба красная была. Ну, вот красный цвет всего. И что по итогу? Ну, они сказали, мы хотим красивую картинку. Я несколько раз поменял. Но не сильно поменял. Там не обработку поменял, а просто где-то там спросил именно конкретно, что не нравится вот, по фотографиям. Они сказали, я им, ну, то есть сделал, все, хорошо, окей, сказали. Всё Все, нормально. да. А так всегда все нормально, да? Да. Ну, может, кому-то не нравится, он не Но говорит. Да. они пишут ок. Да. Ок, наверное, ок пишет. Ответишь видеографом? Давай. В защиту работы фотографа что-нибудь? Ну, пример, что ответить? Давай. Ну, На какую тему? То, что у вас работа... Труднее? Да. Ну, что делают видеографы? Они просто режут, да, я в телефоне могу порезать, снять все, склеить, музыку вставить и отправить клиенту. Ну, это же рилсмейкер, можно сказать. Ну, вот видишь, как сказать, у кого сейчас больше, мобильных фотографов или рилсмейкерш? Чья работа легче, Мика? Ну, это же другое. Почему другое? Видео легче делать но легче в плане там приемов, фишек много. Интересно, можно подать видео. Но если без шуток, то просто это как две разные стороны медали же, фото-видео, да. Где-то труднее, да, видео, потому что ты должен, как сказать, сразу, заранее знать, что ты сделаешь, да, что какой концепции видео будет, там, поэтому, наверное, над музыкой заморачиваетесь и долго сидеть, да. А фотография ты сложнее тем, что ты должен удивить клиента. Сейчас у каждого айфона, да, круто все снимают, и уже все знают, как выглядит хорошая картинка, и тем труднее удивить все больше клиента. И приемов у нас мало, мы не можем звуком ничего добавить, и как-то движением, то есть, да, мы делаем смазы, да, чтобы добавить какой-то объем движения, вот, характер фотографии. У нас приемов мало, нужно работать на уровне. Вот поэтому я считаю это труднее, чем видео. А у вас труднее, потому что у вас широкий выбор, и вы не знаете, куда идти, да? А у нас одна тропа, и с одной тропы мы должны что-то вот как там создавать. Как думаешь, с чем связано уменьшение свадеб в этом году? Ну, все говорят то, что это високосный год, да? Ну, не знаю, я только июль почувствовал, да, то, что у меня 3 свадьбы было, если честно сказать, в июле. Или 4. Вроде 3. И, ну, вот ЗАГС, прогулку не считаю. Это как мини-свадьба, да. А так, все равно у меня работы было много, потому что лавстори много было, и без этого. И плюс я делаю еще обработку, да. Кстати, я, наверное, самый долгий из фотографов делаю. Обработка? Но. Почему? Ну, спрашиваю уже у Винокура, Семена, да, Винокурова. Там Макс как сторис выкладывает, да, там уже делаю вот это. Ну, все быстро делают почему-то. Я всегда вот стоящих. Не знаю, больше заморачиваюсь, наверное. Я каждый кадр кадрирую, каждый кадр просматриваю, поэтому, наверное. Сколько уходит у тебя времени на все это? Раньше уходило 5-6 дней. Вот именно сел, сделал, да. Если не считать, куда без съемок, вот 5-6 дней. А сейчас 7-8 точно. Даже больше, наверное. Ну, личная жизнь тоже есть. Куда-то сходить, с кем-то встретиться. Ну, конечно, да. Ты любишь элегантную одежду такую, модную. Откуда у тебя любовь к этому? Сколько денег тратишь на одежду? Могу сказать то, что я трачу больше жены на одежду. А так, не знаю, люблю, когда я же читаю в Инстаграме все это, красивую одежду, кто как одевается. Ну, просто люблю как там разнообразно одеваться. Вот. Не люблю, когда все одно и то же. А так, элегантно не знаю. У меня то может быть оверсайз одежда,
то где-то просто, да, не, ну, как, по-русски как будет слимфит? Типа прямой крой, да? А где-то балахонистые могу надеть. Меняется. Кроссовок у меня, например, там 7-8, наверное. Не считая вот рабочую одежду, да. Туфли, там, ботинки, кроссовок где-то. Я даже не успеваю некоторые одевать. А вот ты следишь за модой, да? Ну, насчет большой вот мода нет. Но, не знаю, чувствую, может. Я не стараюсь сильно вот изучать вот это, кто как одевается, да. Просто вижу то, что мне может подойти, или то, что одежда нравится. Я вообще, ты бы видел, как я в первом курсе или в школе оделся. Там ничем не пахло, и не модой, и не стилем. А вот эти знания свои в одежде, ты их интегрируешь в фотографию? Может быть, Да. кстати, да. Потому что, ну, анализ же идет все равно. Там, как жених одевается, как невеста одевается, да. И я считаю то, что вдохновение фотографии можно искать и вот как раз в моде. Ну, стараюсь сейчас, вот сейчас именно так смотреть, потому что я заметил тренды всякие, да, вот стиль, мода приходит все равно из фэшна в свадьбу. Как-то интегрируется, да, там бывают вот эти, как там, люди, которые интегрируют вот это, вот они и создают тренды свадебные, которые вот, я заметил в этом году бабочки, например, да, у большинства есть, и какие-то вот платья, например, да, это все идет с моды, стиля, с фэшна. Может, как-то интегрируется, может, в мои фотографии. А куда ты еще тратишь деньги? На ремонт. Купил На квартиру, ремонт, сейчас ремонт это пылесос, да, вообще. Сколько потратил? Ну, больше 1 миллиона. Когда Больно закончится даже ремонт? вспоминать, да. Когда закончится ремонт? Ну, надеюсь, что осенью. Надеюсь, что закончится, а не будет задерживаться, как у многих, да. Сейчас не откладываешь, да, деньги? Сейчас вообще нет. То есть напрямую там пришла оплата какая-то, все куда-то там, что-то купил, кому-то там что-то оплатил. Вот так. Я думаю, ты считаешь, сколько зарабатываешь вообще за свадьбы, да? И сколько ты заработал за прошлый сезон? Ты посчитал? Математически я не считаю, оказывается. Не По идее, считаешь? да, цифрами у меня хорошо, но в прошлом году, не знаю, даже не помню. Потому что, ну вот так грубо, если посчитать, типа минимальный и большой ценник, да, ты берешь средний. Кто-то так считал вроде. Макс Пермяков. Он считал, да? Ну вот, Вот. как он, наверное, считает. Вот грубо умножаю на заказы и все. Грязный доход можно, да, нечистый там. Там же все равно там что-то минусуется. Ну, вот так только считаю, наверное. Я знаю, ты фанат ММА. Да. А когда ты начал заниматься боксом? Боксом? Да. То есть сам начал? Да. Ну, 2-й год, наверное. Мне подарили друзья мои близкие сертификат на спортивный зал. Я сходил туда. Я взял персональный, как там, обучение, ну, персональную тренировку. И туда сходил, мне понравилось. Мне понравилось, как тренер, ну, тренирует, да, можно так сказать. Втянулся в это и решил вместо физкультуры заниматься вот таким боксом. Ну, как физкультура занимаюсь. Не для того, чтобы выступать или кого-то бить-то, а просто, чтобы держать себя в физической форме, да. А ты до этого занимался чем-то? Старался, не старался, пытался заниматься кроссфитом в этом Берось. Там ходил где-то полгода. Ну, понял то, что это не мое. То есть тренировки слишком взрывные, интенсивные, не для меня. А за ММА когда начал следить? За ММА, когда перебрался сюда, в Якутск, это, получается, 1-й курс, да? В 2013 году. До этого просто были в компьютере, да, кто-то взял видео, ты видишь там хайлайты Емельяненко, Крокопа. Вот так просто смотрел. А потом, когда сюда пришел, интернет, все было, я начал изучать
Ну, не изучать, а смотреть, и втягивался, уже начал прямые трансляции смотреть, уже там в комментариях, да, воевать за кого-то там, за Дональда Серони, там, за Джон Джонса, за Паука, и так и шло. Сейчас чуть-чуть вот так, не слишком увлеченно, но вот именно когда студентом был, я прям мог за любого бойца там какой-то факт сказать, узнать там. Ты ставил вчера на UFC 304? Я вчера, Я там... проиграл денег на Блейдсе, на Эдвардсе, нормально. Я проиграл целых 500 рублей. 500. Ну так, просто ставлю для интереса. По 100 рублей, там, по 200. Я, как там, не стараюсь быть азартным. Для интереса. Для интереса, да. А то видели же, как бой прошел у Белала с Леоном. Если бы не ставка, я бы заснул там. А вообще вот каким ты человеком был в школе, в студенчестве? Скажи о себе. Так, я могу сказать то, что я не очень... Ну, я много всегда говорил, да? Но среди своих хороших друзей. А так, когда в незнакомой там, как сказать... Компании, я вообще там могу просто молчать, сидеть, да, смотреть. Я интроверт, можно сказать. Только раскрываюсь, когда свои близкие есть. И со школы такой, наверное. Вот, незнакомой компании я всегда вот просто ходил, смотрел, сидел. В студенчестве такой же. Нет, в студенчестве, кстати, я начал больше вот раскрываться, да. В профсоюз вступать, движения всякие, там, стараться знакомиться с новыми людьми. А сейчас? Сейчас я фотограф. И все. Также у тебя была свадьба в позапрошлом году, верно? Да. Какие были плюсы и минусы? Минусы в доходах, плюсы в эмоциях и все. Но нам было важно, чтобы, лично для меня было важно, например, то, чтобы родители почувствовали, каково быть на свадьбе своих детей, ну и пригласить близких, да, у нас небольшая свадьба же была, примерно 80 гостей. Из них, наверное, 40 молодежи, и где-то вот 40, да, родственников, плюс-минус было. Но все говорят, хорошо было. Круто. Но не мой кошелек, да. Дай свои советы молодоженам вот на своем опыте. Отдыхать, довериться организаторам, если есть организаторы, потому что у нас были только координаторы, точнее Аня только вроде была. И мы, если бы не Аня, да, там мы вообще умерли. Даже так мы устали, можно так сказать. Бодинцева. Да, она прям была такой третьим человеком, да, который все это делает. Ну и кайфуйте, старайтесь отдыхать, кайфовать, запоминать этот день и довериться людям, вот, например, спецам, да, потому что если нету доверия, то все равно вот есть такое, то есть чувствуется, когда нету доверия, ты не раскрываешься, ты зажатый как будто бы. Нужно отдыхать. Именно эта свадьба, это ваш праздник, где вы, то есть, тратите свои деньги, чтобы отдыхать, кайфовать. Правильно. Аня, кстати, у меня тоже была. Но Круто. она у большинства, наверное, да? А с каким ты агентством больше работаешь? Кстати, у меня нету такого, то есть определенного агентства, да. Но вот с богемами и секретами хорошо общаемся. С ними, например, вот по половине, наверное, вот с ними. С Аиной вот с прошлого года, да, больше стало. Ну и плюс еще там по парочке, можно сказать, кто еще есть. С Аиной есть богема, есть Wedding Secrets. Вот Кока Ивент Лили, да. Вот с ней вот 1-2 свадьбы в этом году. Еще кто? Ну вот координаторы еще бывают. Ну там можно сказать не организаторы же. То есть это просто координация идет. А с видеографом каким больше всего работаешь? Не знаю, вот есть один видеограф в панамке, в белой футболке. И еще один на Лексусе катался когда-то. Вот с ними.
Ну, Айхан был еще, Мгм. но он в Китай же уехал. Он сейчас в Китае Да. где-то там, да? Нихао. Нихао. А так, ну вот, мы втроем, да. Мгм. Еще Кудри был, Аял. Ну, мы же всегда пересекаемся, да. Мгм. Кто-то у кого-то второй, там, кто-то кому-то помогает. Поэтому не запоминаю. Мгм. Вот с кем я в сторис выкладываю, с теми и работаю. Мгм. И, кстати, ты, наверное, сейчас очень счастлив, да, то, что не готовишь сам себе уже, жена готовит. Почему ты не любил готовить-то? Я и сейчас готовлю, и жена не готовит сейчас. А, да? Да. Я еще вот после подкаста пойду ужин готовить. Шутка. Не, мы разделяем. То есть она тоже работает, у нее больше такой вечерний, поэтому в выходные она готовит, когда я работаю, а в будни мы разделяем. Мгм. То есть если она задерживается до 9, то ужин должен быть уже готовый, да. Не должен я за компьютером сидеть и такой... Придешь с работы, ужин приготовишь. А почему ты не любишь готовить? Ты прям Я у вообще, себя да, там я в вообще не соцсетях люблю. об этом? Да, я не люблю готовить, потому что это очень много времени занимает. Я не кайфую с этого, да. Кто-то там очень же любит резать, да, самому все готовить, чтобы обсуждать вкус еды там. Для меня это строго там рис, макароны, гречка, курица, свинина, говядина, да. Насыпал с овощами и все, приготовил. Я лучше посмотрю там в интернете, одежду себе закажу, да? Не, я в доту включу, в доте посижу. А, ты в доту играешь, да? Ну, когда с работы только так отдыхаю. Все. И какой ранг у тебя? С властелина упал до легенды. Ну, нормально катаешь, оказывается. Как узнать твои фотографии, Джудуита, без подписи, если вот Да. просто... Как я пойму, что это твои фотографии? Никак. Никак. Авторского стиля Авторского стиля. Но сейчас я не могу сказать, что у меня есть. Я в поиске авторского стиля. там? Я не сторонник цвета, да, Мгм. определенный, чтобы под один цвет, да. Мгм. Типа все теплое, или все, например, может слишком такое художественное. Нет. Я за естество. Ну, естественность, можно так сказать. Стиль, можно сказать, наверное, сборки серии. Я стараюсь не ставить фотографии в сериях, где тупо в кадр смотрят. Мгм. Ну, есть у меня все равно под рамочку, да, я от классики никогда не отхожу. То есть классика у меня есть, но показывать клиентам что-то необычное, да, Мгм. что они могут себе... Ну, то, что не каждый сможет сделать, вот это я стараюсь показывать. Тогда, если необычная фотография, это фотография Джудуита. Можно так сказать, наверное. Расскажи про различия менталитетов вот центральных городов от наших, именно в свадебной вот индустрии, в трендах вот этих. Но мы же не можем сказать, как работает в центре, да? Но мы можем следить за ними, как они выкладывают сторисы, как они показывают свадьбы свои, да. У них маленькие свадьбы, Мгм. то есть для них большая свадьба – это 100, да, 200 гостей. У них больше 50, там, вот 80 – это вот средний. Мгм. И они эмоционально не зажатые. У нас саха есть такое, да, чуть-чуть. Я сам тоже такой. Мгм. Тонг-соус, холодные чуть-чуть. Но сейчас вот с нашего поколения и ниже, да, ну, моложе, точнее, можно сказать, там больше раскрывается, больше эмоций добавляется. Да, да, да. Но у нас все равно есть вот длинные тосты, чуть-чуть отсталость от трендов вот этих. Ну, то есть у нас все приходит с опозданием чуть-чуть. Мгм. То есть ты уже смотришь у других фотографов в России то, что, ну, эти тренды прошли, а у нас только приходят. А почему вот тренды запрещенной социальной Да. сети в России, Инстаграм, там они постоянно быстро так приходят? Потому что, например, вот Москва, да, Рилсы всякие. Вот Да, они. вот. Мгм. это они и придумывают. То есть они, вот у них есть большие команды, продюсеры у нас. Не знаю, есть ли продюсеры в свадьбах у нас. Да. Для них, у них продюсеры это вот организаторы, да. Они могут концептуально что-то сделать, и тренд из какого-то... Тренды не рилсы трендовые, а именно вот
как там, по цветам какой-то трендовый, да, трендовый этот, оформление, трендовое платье. Вот они сразу работают вот напрямую с поставщиками, можно сказать, трендов. У них, и они сами новаторы, то есть они сами создают, и мы только схватываем, и потом только как-то стараемся под якутску. У нас же строго слишком. Часто свадьбы делают родители, они против всего как там, экспериментального, да. Они даже сейчас же говорят родители, давайте в Бекетов, давайте в Якутск, там сфоткаемся. Поэтому, ну, у нас такой консерватизм, можно, да, так сказать. Очень такой строгий. Источник твоего вдохновения какой? Инстаграм. То есть не тупо просматривать, а анализировать. Я очень часто смотрел только фотографов. То есть фотографы, типа, повторить фотографию, да. То есть не то, что повторить, а посмотреть, как-то под себя адаптировать. А сейчас уже стараюсь вот в окружении смотреть. То есть стилисты, да. Смотреть не свадебных фотографов, а других фэшн-фотографов. Вот там, могу сказать, есть вдохновение. Планы на будущее. До скольки лет ты будешь снимать еще? Пока не буду чувствовать себя стариком. Вот, когда почувствую, что я все, не успеваю, то тогда остановлюсь. А планы на будущее какие? Планы на будущее — участвовать в премиях. Это цель, можно сказать. И занимать там места, да? Да. Или просто У меня участвовать? была цель стать хорошим фотографом, да, чтобы на свадьбах я был востребован. Могу сказать, пока половина выполнена, а сейчас вот следующая цель — это признание, да, можно сказать, якутских фотографов. Вот я же и сам с Саха республики, и о нас узнали там. То, что мы можем делать тоже хорошие фотографии. Молодец, удачи тебе в этом. Буду болеть, чтобы ты занял места. Давай. И напоследок пожелания своим клиентам и будущим заказчикам. Ребятам, будущим клиентам могу сказать то, что не бойтесь экспериментировать, не бойтесь создавать что-то новое, да. Мы, фотографы, вам в этом поможем. Не только фотографы, любые специалисты. Мы всегда за новое. И главное, не притворяйтесь, то есть естественность, то, что вам нравится, то, что вы хотите, это и будет показываться на вашей свадьбе. Ну все, спасибо, Джу, что пришел. Вообще отличный подкаст получился, очень интересно. Удачи тебе во всех твоих Все, спасибо начинаниях. тебе, Мик.